Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmak baxtdır bu dünyada. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dünyada. Qirım, sen benim üçün taxtsın bu dünyada. Senin üçün ölerim, sağ qalsam dünyada. Селям алейкум, сайглы достлар. Витаю вас, друзья. Привет, друзья. Давно не виделись в этой студии. Я уже даже как-то немножко отвык. Вот, ничего хорошего в этом нет, но пока так. Мы боремся, как и все люди, которым приходится бороться за свои права и за лучшее будущее, которое обязательно будет. Я призываю вас никого не отчаиваться, ни в связи с ситуацией с телеканалом АТР, ни в связи с коронавирусом, который все это еще усугубляет, любые проблемы. Знаете, что мы боремся, что мы думаем о вас, знаем о вас, работаем для вас, и я надеюсь, что все будет хорошо. Отдельная благодарность каждому из тех людей, кто за это время, за эти уже кажущиеся бесконечными месяцы оказал поддержку телеканалу АТР, перевел посильные деньги на наши расчетные счета, номера карт, которые мы давали и даем во время трансляции. Только благодаря этой помощи мы выходим в эфир. Хотя бы так, хотя бы с помощью таких коротких включений прямых. И сегодня будет очень интересное включение, потому что информповод, ну, по крайней мере, для нашего телеканала, ну, думаю, как и для любого другого, но для нашего особенно такой стопроцентный, я как старый журналист могу сказать. У нас в гостях в эфире, в видео мостом из Соединенных Штатов, город Чикаго, первый крымский татарин этнический, который заболел коронавирусом, и он же первый крымский татарин, зафиксированный, который от коронавируса вылечился. Я прошу дать связь в студию. Да, салам алейкум. Алейкум селям. Я бы попросил наших режиссеров, чтобы они вывели мне на экран, потому что я вас не вижу, только слышу. Но слышите вы меня хорошо, да? Да, я вас и слышу, вижу хорошо. Я знаю, что вас зовут Халил Сары. И, собственно, кроме этого, мало что про вас знаю. Вижу вот краем глаза, что вы сидите в парке. Да, сейчас это город Чикаго, и вы во дворе. Нет, я сижу просто во дворе своего дома. Это бэк-ярд у нас называется. Ну, да, бэк-ярд, да, бэк-ярд. Там обычно еще барбекю делают, вот такие вот вещи. Да, оно все осталось за кадром. Смотрите, ну, во-первых, Халил Бей, я рад с вами знакомству, вы нам всем очень интересны, и мы писали новости о том, что вы стали первым крымским татарином, к сожалению, но, наверное, это было неизбежно, кто-то должен был им стать, заразился коронавирусом, и вы находитесь в Соединенных Штатах. Я бы хотел, так как вас широкая публика не знала до ближайшего времени, что в первую очередь вы рассказали немного о себе. Сколько вам лет, чем вы занимаетесь, как вы оказались, сколько вы прожили в Крыму и как вы оказались в Соединенных Штатах? Да, мне 35 лет, я работаю, занимаюсь грузовыми перевозками, это большие машины, у нас это называется траки, у вас фуры. Вот. Живу я уже здесь 4-й год со своей семьей, с детьми, с женой. Вот. И оказался я здесь, уехал, повезло, выиграл
нашел способ перебраться сюда, в эти смутные времена. Но, тем не менее, я все равно остаюсь крымским татарином, который любит свою родину, Крым. И, конечно, вижу свое будущее все равно в Крыму. Вот. Да, как-то так. Я правильно понял, что вы с семьей там живете, имеете постоянную работу и бизнес какой-то, да? Да, совершенно верно. Я здесь живу уже 4-й год с супругой, с детьми. И имеете вид на жительство и легально Да. там работаете. Да, абсолютно. Ну, у нас к вам будет много вопросов, и личных, и общего характера. Но первый вопрос, конечно, давайте по порядку обо всем, как вы почувствовали, как происходило течение вашей болезни прямо от начала и до конца, если возможно, даже вас перебивать не буду, со всеми подробностями, но если только что-то уточнить. Вот как вы обнаружили вообще, что вы больны, как вы поняли это? Ну, значит, симптоматика, она такая своеобразная у этого вируса. У меня за 2 недели до этого, перед тем, как случился приступ, у меня просто, так сказать, легко болела грудь, немножко кашель был какой-то. Я даже не придавал этого значения. Вы знаете, как у нас на авось отнесся. И когда пришел на работу, значит, мне стало все хуже, я почему-то стал кашлять, не могу откашляться, трудности в дыхании, и я понял, что я задыхаюсь. И мне мои коллеги вызвали emergency, это скорую помощь. Вот. После того приехала скорая, конечно, мне провели все необходимые процедуры, и я был доставлен в интенсивную терапию в больницу города Чикаго. Вот. Меня подключили к аппарату искусственного дыхания. Вот. Ну, мне стало сразу, конечно, полегче. Пронаблюдали примерно порядка 12 часов. Пришел доктор и сказал, что все ваши симптомы, все указывает на то, что это коронавирус. И мне сказали: сэр, у нас большой поток людей, мы не можем вас заразнить, потому что вы молод. Будьте любезны, идите домой, мы вам перезвоним. Ну и после чего, естественно, я был отправлен домой. Значит, у нас существует здесь департамент, который отслеживает и мониторит всю ситуацию. Они постоянно со мной на связи. Я получил инструкции, что я должен сидеть дома на самоизоляции в течение 2 недель, то есть никуда не ходить, не работать, и следить за своей семьей. И также будем сдавать повторный тест через 2 недели, ну, уже меньше. И ситуация такая, я как бы еще не выздоровел, да, я просто вот нахожусь под наблюдением. Ну что я могу сказать? Первые 3 дня высокая температура. Позавчера, допустим, мне было легче, а вот вчера ночью опять у меня поднялась температура. Поэтому состояние, оно непонятное. Я не скажу, что это какой-то обычный ОРВИ, но тем не менее оно отличается, на мой взгляд. То есть мы немножко неправильно дали в титре, вас писали как первого крымского татарина, который заразился коронавирусом и выздоровевший. Скорее правильнее будет написать так: вы выписавшийся из госпиталя, да? Совершенно верно. То есть вас выписали, но при этом вы не здоровы до конца, просто врачи считают, что у вас динамика, у вас кризис этот прошел, угрозы жизни нет, и вы можете, не выходя со своего вот этого бэк-ярда, из своего дома, вылечиться до конца уже самостоятельно. Я правильно понимаю? Да, абсолютно верно, но эта ситуация не касается одного меня. У нас здесь очень много таких случаев. Я знаю людей, лично общался с ними, которым тоже сделали тест позитив, то есть человек болеет. Это такие же семьи. С детьми также абсолютно всех отправляют домой, никого в госпиталях не держат, если нет необходимости при этом. Халил, я вас попрошу, немножко ветер у вас там на Чикагщине. Вот если вы будете чуть прикрывать от ветра микрофон, наверное, или как-то по-другому, да, просто чуть-чуть шум ветра. Это, конечно, придает живости нашему общению, но все-таки. Да, значит, теперь о том, вы по телефону, я так понимаю, или по видеосвязи общаетесь с врачом, да, периодически? Нет, просто по телефону звонят с так его условно назовем, пункт отслеживания за больными, вот, департмент. Поэтому, собственно, все. Вот. Я тоже ожидал, конечно, другой реакции. Я думал, как-то должны приехать, забрать, поместить в госпиталь. Но ничего такого и не происходит и близко.
Мгм. Я прошу вас сейчас вот прямо в ходе эфира еще раз поправить титры нашего гостя, заболевший коронавирусом, пожалуйста. Вот так, пересчитайте титры, пожалуйста. Вот. Итак, с нами на связи Халил Сары из Чикаго, штат Иллинойс, если я правильно понимаю, да? Да, абсолютно верно. Ну вот, значит, еще раз просто уточняющий вопрос по поводу того, что вы рассказали. Вы практически, ну, легкий кашель, даже и температуры особой не было, и вдруг вы начали задыхаться прямо вот на работе, да? Вам не хватало воздуха. Вы потеряли сознание, или вы все-таки дождались, пока скорая приедет? Да, я понял, я потерял сознание уже, находясь в скорой. И я не знаю, связано это с тем, что они меня отключили, в связи с тем, что подключили к аппарату. У меня нет идеи по поводу этого момента, но было все очень, на самом деле, как-то страшно. Я даже сам немножко испугался. Ну, скорее не за себя, а за будущее своих детей. И как-то, что оно, вот знаете, неведание, что дальше. То есть, Халил Бей, я правильно понял, что вас даже мысли о смерти посетили в какой-то момент? Да, конечно, потому что оно действительно очень все неприятно. Это впервые я испытал на своем веку, как говорится, и оно очень неприятно. Я единственное просто не понимаю, что будет дальше на сегодняшний день, потому что я здесь нахожусь в Америке, мониторю ситуацию, знаю такие случаи, когда молодых вот людей, вот давайте так, на примере профессора с Нью-Джерсийского университета, ему 30 лет, он заболел женой, жена перенесла практически нормально, без температуры, его также выпустили, и через 5 дней он умер дома. Так, Халил Бей, значит, смотрите, мы будем с вами следить, и тоже не хуже врача, будем вам периодически звонить и спрашивать, все ли у вас нормально. Я просто в качестве рассказа от своего имени хочу сказать, что у меня у товарища тоже заболел коронавирусом сын, правда, да? Они ездили в Амстердам с своей подругой и потом вернулись в Варшаву, и они вот так тоже дома сидели, как вы, тоже долго, очень приставучая температура, очень долго была температура, да? У вас тоже долго она уже достаточно, да? Да. Вот. Но потом все-таки организм переборолся, и они вот тоже звонили врачам, но, кстати, они даже выходили в магазин в соседний, вот так под наблюдением были. Вот вы упомянули про такую действительно трагедию, и таких трагедий мы уже знаем много, в Италии вообще их масса, но не будем сейчас, как бы, будем надеяться, что все, у вас уже пик прошел. Скажите, вот сколько вам, 12 часов вы должны были продышаться на аппарате ИВЛ, чтобы опять нормально дышать, да? Ну, нет, мне сняли, наверное, где-то часов через 8. Вот. Но еще наблюдали, тем не менее. То есть меня не отпускали. Они должны были быть уверены, что у меня пульс, больше спазмов не будет. Потому что, как я понял, сообщение с врачом, что происходит в этот момент с человеком. У него учащается пульс, у него резко начинает скакать сахар в крови. Да, то есть если у человека, соответственно, есть какие-то текущие реальные проблемы со здоровьем, это может быть все очень печально. Ну, вот, так что такой вот момент. Поэтому именно умирают преимущественно старые и люди больные какими-то осложнениями, да, то есть хроническими болезнями и так далее. Но смотрите, Халил, да, вот про диабет, про людей больных диабетом тоже говорили, что вот вы подтвердили, да, что сахар сильно скачет в этот момент. Но смотрите, если бы вот в тот момент, когда вам стало совсем плохо, вы бы находились, допустим, один где-то, да, и не имели возможности вызвать скорую, например, да, вы же практически сознание потеряли, да, вам плохо очень было, то вы вполне возможно вы бы сейчас и не разговаривали. То есть и для молодых людей в определенный момент, да, достаточно молодых, вам 35 лет, это тоже может быть критично опасно в зависимости от обстоятельств окружающих. Да, совершенно верно. То есть, если бы ты находишься один и некому помочь, то может быть самые печальные последствия до летального исхода. Поэтому я так полагаю, это мое мнение. Я, конечно, не вирусолог, не врач какой-то, но есть определенные инструкции, которые мы должны четко выполнять. Вот я общаюсь здесь с американцами, они понимают обстановку, да, что не надо работать и так далее, но надо мыть руки, сидеть дома, по возможности дезинфицировать свои руки
и соблюдать социальную дистанцию. У нас это 6 фит, у вас это примерно где-то 1,5 метра. Ну да, так оно и есть. В Израиле 2 метра, у нас, да, тоже говорят 1,5 метра. Вы сказали про социальную дистанцию, но вы же живете с супругой, с детьми. Как у вас карантин проходит вот в помещении вашего дома и ярдика? Откуда вы не выходите, как я понимаю, да? Да. Ну, понимаете, у меня дети тоже имели симптомы. Они легко покашляли, вот все у них закончилось на этом. У жены тоже там немножко был кашель какой-то, и все на этом. Но вы не А вот но видите, они меня тестов не проходили они. Нет, мне сказали, не имеет смысла, потому что, скорее всего, они больны. Вот. То есть у меня есть четкое указание: сидеть дома, следить за температурой, и, естественно, за семьей, как у них, какие признаки, если кашель или температура. И все, и больше ничего. То есть обращаться к врачам только в случае вот кризисных ситуаций, таких как у вас, когда вы, например, задыхаться начали на работе. Да, в случае крайней необходимости. Смотрите, теперь перейдем от вашего персонального случая, да, к ситуации вообще вокруг. Все-таки Чикаго это не так уж далеко от эпицентра эпидемии в Соединенных Штатах, от штата Нью-Йорк и непосредственно от Нью-Йорк-Сити. От Нью-Джерси там тоже недалеко, насколько я понимаю, хотя я там не был. Насколько серьезная обстановка в Чикаго? Вот это все-таки достаточно большой город. Там, кстати, ну там много людей из Украины живет, кстати говоря, наверное. Ну, конкретно взять Чикаго, я думаю, что это не самый главный эпицентр, но тем не менее, я смотрел местные новости, у нас тоже порядка 20 тысяч болеет, конкретно в Чикаго. По смертям там процент маленький. Что касается, значит, города Нью-Йорка, ну, естественно, это супер эпицентр в мире. Это агломерация 26 миллионов, это очень густо населенный, плотно населенный город. И, соответственно, там этот вирус очень прекрасно себя чувствует и распространяется. Потому что, во-первых, там есть общественный транспорт, да, как, например, во всей Америке, ну, обычно у людей у всех машина. Вот, поэтому и Нью-Йорк, наверное, так и затронул очень серьезно. Ну, я не скажу, что есть какая-то общая паника. Ну, все-таки народ здесь как-то более ответственный, наверное, что ли. Вот, все соблюдают дистанцию, особо никто никуда не ходит. Торговые центры, все закрыто. Там работают только большие продуктовые магазины. Да, в общем-то, и все. В магазинах все в масках? Вы знаете, преимущественно да, но опять-таки есть люди разные, и неадекватных тут тоже хватает. Но у нас в Украине запрещено, вообще без масок в магазины не пускают. Нет, здесь, значит, пускают, здесь люди ходят. Кстати, товар на полках существует, он в достаточном количестве. Я не вижу никаких проблем. Я вот буквально сегодня смотрел новости, у нас, я про Соединенные Штаты скажу, более 330 тысяч уже инфицированных. По смерти приближается к 10 тысячам. А вот выздоровевших всего лишь 20 тысяч, по-моему, человек. Это вот, эту ситуацию вот не все понимают. Почему они считают этот вирус опасным? Есть смерть, есть маленький процент выздоровевших. А вот эти все остальные, образно говоря, 80%, они просто болеют. То есть эта болезнь может длиться, как мы понимаем, не одну и не две даже недели, да? Совершенно верно. А посчитайте, в какой день вы почувствовали, что вы заболели? И сколько прошло дней? Ровно. Ну вот примерно 2 недели назад. И вы до сих пор еще чувствуете, что вы не здоровы до конца? Ну, совершенно верно. Смотри, да. Да, поэтому они будут делать повторный тест. Угу. Они же мне и говорят, то есть мы должны быть уверены в том, что вы выздоровели. Я понял. Расскажите, пожалуйста, вот просто мы все же сравниваем с ситуацией там, в Киеве, в оккупированном Крыму. Разрешено ли гулять в парках, например? Да, смотрите, насчет парков. Парки, в принципе, открыты, но закрыты вот эти детские площадки, уголки. Да, перемотаны лентой и висит табличка closed. Тут нельзя ходить далеко от дома. Ну, в метрах это, по-моему, 300, что ли, метров. Вот. А так, я же говорю, прямо вот какой-то дикой паники я не вижу.
Мгм. А скажите, а вот у вас, Халилбей, есть личная ваша версия, где вы заразились? Честно, я не имею представления. Вот никак не могу. Нету никакой параллели, не понимаю, где это могло произойти. То есть оно могло произойти везде, и в магазине, и на работе. И я Халилбей, даже у не вас знаю. опять ветер в микрофоне. Ветер, да. Вот. Сейчас получше, наверное, будет. Что еще? Вы следите за ситуацией в оккупированном Крыму? Есть ли там у вас люди, которые вам рассказывают, что там делают местные власти оккупационные, как они пытаются, и насколько это соответствует норме, на ваш взгляд? Ну, что касается Крыма, да, конечно, есть там знакомые, друзья остались, и семья, родственники. Ну что, у них, собственно, я так полагаю, то же самое все происходит, просто нету конкретной информации. Это касается, по-моему, всех стран, не только Соединенных Штатов, просто нету тестов. В США, допустим, тесты есть, да, их много, и их успевают делать. И я думаю, что именно вот этот показатель основоопределяющий, почему мы первые по заразившимся. По количеству, да. Разумеется, трудно представить себе, что вот в Украине там 1400 примерно на сегодняшний день. Ну, естественно, просто если тут надо брать процент от протестированных, тогда будет понятен масштаб, да? Вот, а не от всего населения там, и так далее. Да, безусловно. А вы знаете, что еще вот в России и на оккупированных ею территориях запрещено употреблять, по крайней мере, официально слово «карантин». Вы в курсе, нет? Нет, я первый раз слышу. Да. У нас это называется самоизоляция, тоже здесь. Прямо определяешь слово на карантин. Я не видел такого. Но они говорят, знаете как, Халил, они говорят режим повышенной готовности, значит, но карантин ни на центральных кремлевских каналах нигде нет, поэтому уже трактовки разные, и, например, я видел кадры, как рынки работают в Крыму, ну, сейчас уже, наверное, нет, там все-таки даже оккупанты уже одумались, да, вот, там совершенно хаотичные, то есть была какая-то растерянность, ну, понятно, что никто к этому не готов тут, в принципе, но вот в Украине довольно строгий карантин, например, да, в Киеве, я вам докладываю, метро не работает, общественный транспорт только по удостоверению, если ты сотрудник необходимых служб каких-то, да, которые обеспечивают жизнедеятельность, там, ну или магазины, там, сети какие-то, которые обеспечивают людей, тоже в основном ничего не работает. Вот. И даже идет речь вообще о запрете автомобильного, в принципе, движения по Киеву на какой-то период. Запрещено гулять в парках, в прибрежных зонах, на детских площадках. И тут я, кстати, абсолютно согласен, потому что передается через поверхности. Это уже точно известно. Даже нельзя детям там позволять вместе играть, и взрослым там. Спортплощадки открытые, закрыты теперь. Да, вот сегодня в Киеве поймали человека, который в знак протеста разделся и переплыл, значит, там небольшую протоку в гидропарке. Есть такое место в Киеве, там такой открытый тренажерный типа площадка, но его полиция арестовала. И я считаю, задержала, меня многие тут, наверное, не поймут, но правильно сделали, потому что он демонстративно это делал. Ну, чувак, если ты один пойдешь туда, там и 20 человек будет. Тут ты подаешь пример, не только сам ты. От самого тебя вреда никакого нет. Но это антиобщественные действия, мне кажется, да. Насколько жесткий карантин вот в целом в Чикаго? Транспорт общественный, автомобильные движения, прогулки, парки. Обрисуйте в нескольких словах, хотя бы, чтобы мы понимали, насколько в цивилизованном мире мы живем и как там все это у вас. Нет, надо отдать должное украинским властям. Я считаю, что очень адекватная реакция на все происходящее. В принципе, у нас это происходит тоже. То же самое, закрыт общественный транспорт. Но чтобы людей отлавливали, сажали в тюрьму, нет такого, у нас, конечно, здесь нет. Скажите, вот Халилбей, да, правильно, что вы микрофон прикрываете, да? Но все-таки вот еще интересно, потому что симптоматику я смотрел, первый показатель на 87, что ли, процентов, ну, симптомов у людей, у 87% самый общий симптом – это температура высокая. Второй симптом по частоте встречающийся – это сухой кашель. Третий симптом – это сырой, мокрый кашель. Я по убывающей говорю. И дальше идет одышка, проблемы с дыханием и так далее. Вы подтверждаете, вот у вас как протекало это все?
Да, я вам скажу это так, но здесь основные три. Высокая температура, кашель и затруднение дыхания. Конкретно вот эти три симптома. А у вас кашель был сухой или какой? Да, суховат. Я до сих пор, знаете, иногда так откашливаюсь. Ну, да, ты сухой кашель, что это такое? Это когда ты кашляешь, но не можешь откашляться, то есть нет результата никакого от кашля, да? Да, как-то так. Но сейчас дышать полегче хотел? Да, вы знаете, сейчас намного лучше. Но я единственное, что хотел бы сказать, конечно, надо постараться уберечь. Да? Вот в Крыму, я смотрю, ребята ходят молодые конкретно. Они не придают значения серьезности ситуации. Они же должны понимать, что они придут домой, а там наверняка находятся пожилые. И для них они являются угрозой. Молодежь, которая ходит, понимаете? Ну да. Вот именно вот это и есть причина. Да, то есть, в принципе, рекомендации простые вот к жителям оккупированного Крыма, конкретно к нашим соотечественникам, крымским татарам. Это первым делом сидеть дома и меньше контактов с пожилыми людьми. Ну и вообще, вот вы все-таки, вот вы в данном случае точно имеете право давать советы, потому что вы, в общем-то, ну, сейчас в данный момент боретесь и побеждаете коронавирус. А дайте вот такой развернутый совет своим, вот, глядя в экран, как будто вы родственникам рассказываете, что делать и как себя вести. Да, конечно. Я в первую очередь хотел поблагодарить и воспользуюсь возможностью, потому что мне в Инстаграме писали мои близкие, друзья, знакомые. Вот, всем большое спасибо за поддержку. Но что касаемо инструкций, ну, они, в принципе, и так известны для всех. Соблюдайте социальную дистанцию. Молодежь, просьба при необходимости не ходить, надо, ну, осознать, что происходит. Этот вирус не где-то за океаном или в Китае, я не знаю, он, скорее всего, и в Крыму находится, и так далее. Просто будьте бдительными, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки чаще, используйте средства первой защиты, да, так сказать, перчатки, санитайзеры, маски и так далее. Ну и вы должны понимать прекрасно, что если у вас на лице маска и перчатки, не факт, что вы не носите этот вирус. Поэтому максимально осторожно и, наверное, думайте о том, что у вас есть близкие. Скажите, спасибо большое за такое обращение. Скажите, а насколько быстро приехала скорая за вами? Вот когда вы начали задыхаться на работе, коллеги, а вы наемный работник, я правильно понимаю, да? Или хозяин бизнеса? Да. Наемный, да? Вот, ваши коллеги увидели, вызвали. Как быстро скорая приехала к вам? Ну, минуты 3. То есть все быстро, да? Да. Вас по страховке обслужили? Потому что я знаю, что вызов скорой довольно дорогой бывает в Соединенных Штатах. Нет, сейчас ситуация тут выглядит... Ну, у меня, во-первых, есть страховка, но общая ситуация такая, что если у вас симптомы по короне, то есть она бесплатна сегодня. Абсолютно, обслуживание, все такое. И лечение, да, и ИВЛ, и все-все-все, да? Абсолютно. И лекарства, абсолютно. Которые использовали. Все. Да, все будет, как говорится, бесплатно. Но тут и пособие выплачивается в размере до $1200 на человека. На семью это 3200. Или 3400, я точно не буду говорить, не помню. Вот. Пока это будет разовая в апреле месяце выплата. И, конечно, в зависимости от развития ситуации. То есть, скорее всего, если продлится карантин, то есть выплаты продолжатся и так далее. То есть в Соединенных Штатах очень эффективная борьба, да, с коронавирусом. А мало того, есть поддержка населения, да, чтобы не было вот таких голодных бунтов. Я думаю, даже вот этого бояться больше надо, криминализации, вот этих социальных последствий. Да. Перед тем, как перейти к социальным еще вопросам, я хотел уточнить про лекарства. Вот я забыл вас спросить. Чем вас лечили? Говорили вам? Вы знаете, нет, мне ставили капельницы, делали какие-то уколы, давали таблетки. Но с собой мне ничего не дали, не сказали, только парацетамол. То есть вы не знали, чем вас лечат, и не интересовались у врачей? Нет, не было ни до этого. Будьте чох яша, как говорят. Да, салус. Вот, значит, теперь по социальным вопросам. Вот я слышал статистику, что в Соединенных Штатах уже официально 10 миллионов безработных. В Израиле тоже много безработных становится на бирже труда.
Значит, у вас с работой как в вашей компании, как она работает в период или отдыхает полностью в период карантина? Ну, дело в том, что так получилось, и я сейчас не хожу. Что там происходит, тоже непонятная ситуация, но, по-моему, работают все. Ну, вот. Что касается те люди, которые работают я извиняюсь. Извиняюсь. Вот, те люди, которые работают на американские компании, они отправлены все на 2 недели в оплачиваемый, так сказать, отпуск. Ничего страшного, да, продышитесь, мы подождем. А можете, Халилбей, можете рассказать обстановку вот внутри больницы? Что вы там видели? Или вы в каком состоянии вас привезли? Вы пешком зашли или вас завезли туда на скорой? Что вы видели вокруг? Насколько заполнены палаты? Насколько изолированы друг от друга? Это инфекционные больницы или обычные? Как врачи подходят, на какое расстояние? Вот какие меры предосторожности? Сколько пациентов вокруг? Ну, что касаемо меня, нет. Нас завозят на кресло-качалке, ну, такой специальной установки. Во-первых, там под куполом лежишь, пленочным, не более. Завезли меня в отдельную палату, туда прибегает сразу консилиум врачей, определяют, видимо, первые меры, так сказать, лечения, что делать и так далее. Но я конкретно лежал один, то есть в изолированной палате. Когда я вышел, перед тем, как мне дали маску, специально мне надели перчатки, показали выход, и я пошел, соответственно. Но в коридоре были люди, но я так понимаю, что, скорее всего, в коридоре лежат уже безнадежно больные. То есть в коридоре не в палатах вы имеете в виду, да? Да. И они не подключены к ИВЛу? Нет, это уже, ну, это сугубо мое личное мнение. Скажите, вы видели, лично вы видели, или, может быть, слышали от персонала или от других людей в больнице о погибших? Кто умирал, в каком количестве, от какого возраста, от каких последствий, в курсе вы этого? Да, я сам лично видел, значит, существуют такие прицепы, да, по-русски, у нас рефрижератор трейлер называется, это холодильник, да, по-русски говоря. Но я видел, как туда людей затаскивали. Ну, значит, стало быть, это... Ситуация, да, непонятно. Дело в том, что в Америке сегодня переоборудовывают торговые центры, стадионы, все возможные такие большие площади под госпитали. Для чего это делается, это вопрос. Нам остается только догадываться. Как мне кажется, что, скорее всего, все прекрасно понимают, что людей надо будет выпускать. И вот когда нас выпустят, скорее всего, и опять пойдет, наверное, какая-то вторая волна, и всех понесут уже туда. То есть вы думаете, что вот уже все хочется нам казаться, что пик коронавируса скоро настанет и пойдет на спад. И вот в Германии меньше зараженных стало. Я сегодня новости, опять же, по ЭТРу здесь смотрел. А вы думаете, что после того, как вот выпустят тех, кто попал в больницу, они снова кого-то перезаражают? Разве иммунитет не вырабатывается, антитела к этому коронавирусу? Что врачи вам сказали? Ну, насчет того, что вырабатывается иммунитет или нет, пока четкой позиции по этому вопросу нету, насколько я понимаю. Но я, во всяком случае, говорю про американские власти, да, тут готовятся ко всем сценариям. И к самому плохому, к самому лучшему и так далее. То, что смертность в Германии или в Соединенных Штатах низкая, ну, естественно, тут супермедицина. Возьмите ту Италию там или Испанию, 10%, насколько мне известно, людей погибает. Да, но все-таки вы знаете, Халил, вот, например, в Италии считается образцовая реанимация, например, и тем не менее такая смертность. И 68 врачей, если память не изменяет, но врачей и медперсонал в целом заразились. Это какая-то вообще итальянская ситуация, она требует отдельного какого-то изучения, но в Америке такого аха нет, да, как в Италии, как нет, в Испании. Конечно, в Америке такого аха нету, но опять-таки по статистике мы видим, что четвертая часть, насколько мне понятно, болеет именно в Соединенных Штатах.
Я уже про семью спрашивал вас, про то, что тесты просто не стали брать, потому что нет необходимости, но я так полагаю, что они тоже дома сейчас находятся, да, на карантине и никуда не ходят, я правильно понимаю? Да, конечно, но там ситуация, видите, другая. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. Эти тесты вообще, в принципе, они были неправильны изначально в Китае, например. Да, они там определяли на 30-40%, болеешь ты или нет. Это здесь уже разработали в США. Ну и, соответственно, пока это дойдет до России или там до другой страны, ну, нужно время, наверное. Ну, а что-то пишут про лекарства, допустим, говорят что-то сотрудникам аптек, появятся ли скоро какие-то лекарства, я не знаю, вакцины, лекарства от коронавируса. Я слышу, что у вас супруга как раз фармаколог, нет? Да, совершенно верно. У меня супруга на первой линии работает. Сейчас она, конечно, нет, после этих событий, пока в отпуске находится. Но ситуация такая, что слухов много, что существуют уже какие-то вакцины, но когда они появятся, это большой вопрос. Смотрите, вокруг вас, вот насколько массовые, понимаете, вот у меня есть один человек лично, которого я знал, который заболел коронавирусом, да, это, кстати, начальник полиции, патрульной полиции Киева Андрей Крищенко. Я пользуюсь случаем, желаю Андрею выздоровления, вот, чтобы все было нормально, он вернулся к службе, пока он дистанционно работает, находясь в клинике, вот, вы знаете лично много людей, которые тоже вот заболели или болеют сейчас? Ну, я общался с людьми, даже крымскими татарами, кому поставили тест позитив. Я их призывал к тому, чтобы они как бы дали интервью, но они почему-то как-то боятся, что ли. Они говорят, ну зачем мне становиться объектом повышенного внимания со стороны... Значит, Халил, нам придется опять титры менять. Вы не первый все-таки заболевший, вы первый, который решился об этом сказать. Да, наверное. Ну, опять-таки, таких я знаю всего лишь 2 человека. Не крымских татар тоже знаю. Это там, в Чикаго у вас, да? Нет, они как раз все с Нью-Йорка. Они из Нью-Йорка. Угу. Да. Скажите, есть такая методика, я слышал, по крайней мере, про то, что людям, чтобы помочь организму бороться с вирусом, помочь иммунитету, вливают через капельницу там, плазму выздоровевшего уже человека, плазму крови, да? Вам не делали такого? Вы знаете, я не могу вам точно сказать, скорее всего, это вот именно и была плазма. Мне так показалось, потому что там несколько капельниц сделали. Да, такая теория есть, что плазму выздоровевших людей вливают, и человек идет на поправку моментально. Видимо, существуют какие-то антитела уже в этой плазме. А у вас есть уверенность, что с работой все будет нормально, когда вы... Я думаю, да. Все-таки я верю в законы Америки. Я думаю, все наладим, дай бог. Ну что, очень на самом деле приятно, что несмотря на то, что вы кашляете, мы вам желаем доброго здоровья, но я не сомневаюсь, что вы выздоровеете, и дай бог там и супруге, и детям здоровья. Спасибо, что вышли на связь, это невероятно ценно, что вы рассказали вот и жителям оккупированного Крыма, которые там слушают всякую часто чушь. Кстати говоря, нет, еще у меня есть один вопрос. Вот как вы относитесь, у нас же, знаете, любят, особенно в русскоязычном пространстве, в интернет там и так далее, то какими-то грелками, значит, лечат легкие, чтобы там продышаться, то, значит, следующий чеснок нужно, да, потом этот имбирь, смели весь имбирь к чертовой матери, да, из магазинов. Какую-то, я читал даже, какой-то крымский татарин репостнул что-то такое, я написал ему, не занимайтесь репостными фейками, но, к чести сказать, один раз я такое увидел, там, какие травы, написано, какие перечень трав, которые убивают внутри нас паразитов. Я написал комментарий, говорю, паразитов-то возможно, но идиотов-то точно нет. Вот, против них они не действуют. Вот, расскажите, как вы относитесь к народным способам лечения? Слышали ли вы какие-то такие рекомендации? И насколько, вот, на ваш взгляд, человека лично болеющего, стоит к ним прислушиваться? Ну, что касаемо народных средств, ну, мне кажется, это абсолютная глупость, на мой взгляд. Алло?
Да, хорошо вас слышно, продолжайте. Это абсолютная глупость, потому что таких рекомендаций я не видел нигде. Просто кто-то на этом очень хорошо зарабатывает на волне вот этой проблемы, да. И наши земляки, так сказать, это, конечно, очень неправильно, на мой взгляд. Это Нет, просто дикость. Халил, я не сказал, что наши земляки зарабатывают на этом. Я сказал, что я увидел репост. А еще какие-то репосты. Я тоже стараюсь, знаете, спасибо вам за вашу позицию. Я думаю, что вы тоже, к вам сейчас нагрянет вашу страницу в Facebook куча людей. И если вы не испугаетесь этого, я бы даже призвал их посмотреть на вашу страницу. И если вы там будете какие-то размещать, вам сейчас все равно делать нечего, ролики просветительские небольшие даже, это было бы полезно, потому что люди находятся многие в вакууме, понимаете, а вы... Да, я с вами согласен. Дорога, у нас там дома, к сожалению, информация, она либо не полная, на мой взгляд, либо она просто не соответствует никаким реалиям и действительности. Ну вот смотрите, Халил Бей, вот вы, сама логика истории вас призвала к тому, чтобы к нашим землякам, крымским татарам, в первую очередь давать какие-то ответы на вопросы. Я вас призываю быть достаточно активным в Фейсбуке, рассказывать что-то интересное, если будут спрашивать, отвечать, потому что вас сейчас смотрит весь оккупированный Крым, и многие очень в Украине, и благодарю вас за такой здравый, серьезный, продолжительный, подробный разговор. И если вы не поленитесь отвечать людям и всем в целом, и кому-то на какие-то конкретные вопросы, это сбережет, может быть, чью-то жизнь и людей заставит действовать правильно в этой ситуации. Чох Саголнас, я вас благодарю. Спасибо, что включились на телеканал ЭТР. Спасибо. Я вам тоже очень благодарен. И моя цель была именно информировать общественность, да, о происходящем. И подписывайтесь, да, в Инстаграм, пожалуйста. Я буду консультировать по возможности, информировать, что происходит и конкретно со мной. И я желаю вам всем здоровья и всего самого наилучшего. Чох самого Сайдрака. Давайте, корюшкенжи когда-нибудь. Да. До свидания. До свидания. У нас в эфире был Халил Сары, наш земляк, крымский татарин. Первый человек, крымский татарин, с официально подтвержденным диагнозом коронавирус, который не постеснялся, а что-то, собственно, стесняться, который счел своим гражданским долгом об этом сообщить, и теперь вот рассказывает нам о том, что это, и как с этим бороться, как он сам это переживает. Очень ценно то, что он включился к нам из Соединенных Штатов. Благодарю его за такую любезность. И я призываю, Халил Бей сказал, я могу присоединиться к нему и сказать, что вот мы здесь в Киеве, сотрудники телеканала, наши знакомые, все ответственно относимся к тому, чтобы предохраняться, носим маски. Это вот сейчас я без маски такой, а так я даже вот по редакции хожу всегда в маске. Постоянно мою руки, есть и средства у нас тут такие, они очень несложно делаются, там можно прочитать где угодно, там просто из спирта, глицерина и воды, кажется, можно сделать, да, и все такое прочее. Значит, кстати, могу дамам посоветовать, не стесняйтесь протирать руки, но да, от этого бывает портится кожа, есть такой крем. По крайней мере, я видел, по-моему, компании Nivea, на нем СОС написано, это вот красными. Это, может быть, в других компаниях тоже есть что-то подобное. Это для поврежденной кожи, для тех, у кого трещины, чтобы на ночь мажьте, и будет кожа мягкая. Что еще из таких советов? Если вы где-то там постоянно находитесь в месте, вынуждены находиться, где бывают люди, вон в офисе в каком-то, надевайте перчатки тонкие, резиновые, любые. Да, они практически не мешают работать, но там дискомфортно первые, там, может быть, 10-15 минут, потом проходит, зато уже не надо руки мыть так часто, да, и у вас кожа будет нормальная, без трещин, не сухая и так далее. Вот, общайтесь с друзьями по скайпу, по телефону, не забывайте говорить своим родителям, чтобы они не выходили лишний раз из дома ни на какие рынки, ни на что вообще в жизни сейчас ходить не надо. Если у вас дома живут родители, обеспечьте им отдельное помещение, приносите им туда лучше еду, оборудуйте небольшую им кухонную, обеденную зону какую-то.
Значит, если же отдельно живут, привозите им продукты, при этом обниматься, целовать не надо. Мы это еще успеем сделать после того, как точно убережем их от этой пандемии. Это для нас сейчас самое важное, потому что каждый человек – это огромная ценность, каждый крымский татарин – это огромнейшая ценность. Нас не очень много на этой земле, в силу известных нам всем причин. И коронавирус не должен уменьшить количество крымских татар в оккупированном Крыму и вообще в мире. Берегите, пожалуйста, себя, берегите своих родных и близких. Всем огромный привет, наша солидарность, где бы мы ни находились с людьми в оккупированном Крыму. Смотрите АТР и благодарю за то, что вы нам платите взаимностью, поддерживаете наш канал, вы видите на экране постоянно реквизиты, по которым можно помогать телеканалу АТР. Благодаря вашей помощи канал продолжает хоть в таком совсем облегченном, в ужатом и страшном, некомфортном, наверное, и для вас, и для нас формате вещать. Но мы продолжаем бороться, делаем то, что необходимо в отношении того, чтобы финансирование телеканала АТР было разблокировано со стороны государства. И будем надеяться, что это даст свой результат. Нас очень многие люди поддерживают. Я вижу эту поддержку постоянно в виде там репостов каких-то статей, там, моих, других людей. И германская пресса про нас пишет и так далее, и так далее. Вижу поддержку среди большого количества законодателей из разных партий, кстати говоря. Ну, кроме ОПЗЖ, там и «Слуги народа», и «Голос», и кто там еще, Батьковщина, много разных независимых депутаты, они переживают за наш канал, я надеюсь, что искренне мне пишут, звонят, я с ними общаюсь, постоянно на связи. Я надеюсь, что мы все это переможем, и коронавирус, и вот эту ситуацию, которая абсолютно является извращенной, противоестественной для государства, которое борется за восстановление своей территориальной целостности. Все. На сегодняшний день все. Хотелось бы видеть с вами почаще, но вот уж как получится. Держитесь, берегите себя, поставьте себя на паузу, не ходите никуда, но и не переключайтесь, благо телеканал АТР не передает коронавирус, а скорее даже наоборот. Всего доброго вам, до новых встреч.